Отойди. Алейкум салам, Машо. Тимур, так как ты сказал, рассказать немножко о гитарах, что подписчикам и интересно людям, да, знать про гитары. Это одна из самых последних, которые из моей коллекции гитар. Почему я купил именно вот этот Les Paul, да, это фирма Grega Custom. Она полностью один в один сделана под Les Paul Gibson. Мне просто всегда нравился гибсоновский звук, вот этот певучий, Гарри Муровский. Ну, многие гитаристы играют на гибсонах, да? А вот эта гитара была сделана где-то, точно не могу сказать, ну, с 70-го, 72-го года, 1970-го, 72-го года. А одно время, когда японцы разрешили ее делать, да, вот, то есть потом они начали с ними немножко судиться и запретили. Некоторые, говорят, начали даже американские музыканты покупать именно вот эти гитары Грега. Они лучше всех делали. Получалось, она стоила раз в 5 дешевле, чем американский Гибсон. Ну, вот ее устройство такое. Значит, она сделана из... Это корпус красное дерево. Гриф тоже красное дерево. Корпус сделан из 3 слоев, то есть сэндвич так называемый. Первый кусок красного дерева, вот полоска видна. Второй тоже красное дерево. Почему они не сделали сразу, да, как бы одно и потом наложили кленовый топ, клен, чтобы звонко звучало. Потому что вот как второй слой, между ними там как в большом сыре есть дырки специальные, чтобы она облегчить ее. Если бить, даже звук слышно где-то, что они этим самым уравновесили ее, чтобы она по балансу ровно стояла. Здесь она ко мне прошла, значит, в таком виде. Единственное, вот эта гитара, именно вот эта Custom Grega, она, видите, она сзади крепится на болты. У Гибсона они вообще-то клеят, гриф вклеивают. Она пришла разобранная, я здесь довел ее до ума. Кстати, не дорассказал. Верх кленовый, клен. Задняя часть из 2 кусков, это красное дерево. Гриф тоже. Гриф сделан из красного дерева. Накладка на гриф сделана из черного дерева. Или эбони его, так еще называют. А вот эти отметки ладов, они сделаны из натурального перламутра. Если посмотреть, он даже за годы, за сколько? За 52 года вот этой гитаре, если взять 72 год, 70-й год, то 54 года, они даже пожелтели с годами. Родные датчики, вот тогда делались датчики такие. Вот здесь даже надпись Грега. Здесь надпись Грега Custom на этой, там где регулируется анкер. Даже вот колки родные. Вот колки, казалось бы, да? Вот они тоже родные. Что я здесь заменил? Я здесь заменил только порожек. Он был убит. Я костяной поставил. Не знаю, какой здесь стоял. И вот этот переключатель я поменял, потому что он уже барахлил. То есть вот все остальное на нем родное. Если меня даже удивило, когда я увидел вот эти, через которые струны проходят, по-разному называют. Это керамика, как кость. Я впервые в жизни видел такие вещи. Чисто керамические. Вот 72 года. Я сначала хотел ее отдать мастеру, чтобы как бы реставрировать, да, полностью краску, потому что здесь, если хорошо посмотреть, она конкретно, да, с годами, видишь, все разбито, избито там. Но когда начал показывать некоторым нашим тоже гитаристам, которые уже тоже толк знают гитару, они сказали, не делай этого, потому что она классно звучит. То есть у нее как бы при подключении она звучит
как акустика тоже она хорошо звучит, что меня и удивило. Вот это одна из последних моих гитар. Ну, то есть, у меня был, кстати, и Gibson Custom, который стоил $2700. Бекхан Барахоев ее в свое время покупал, я у него перекупил ее потом за $1500. Но она мне, честно сказать, не понравилась, я ее продал. То есть вот эти старые гитары, кстати, некоторые могут подумать, а что это у него здесь, вот кто хочет, как бы, чтобы гитара у него более лучше как бы звучала, не было призвуков. Это поролон. Вот я сюда подставил поролон, и вот сюда я пропустил тоже, чтобы струны меньше шумели. Вот сама гитара нелегкая, можно сказать, ну нормальная гитара. То есть у нее, смотри, у нее, если откуда смотреть, вот сюда, если ты встанешь, гриф, сам корпус пока такой полукруглый, и как скрипка. У него гриф, вот если вот так направь, под углом идет. Да. И этот сам Gibson, когда эту модель придумывал, у него, говорят, с рукой что-то было. И это самая, можно сказать, удобная такая гитара. Единственное самое, что в этих гитарах ненадежное, так скажем, это вот это крепление. Если просто ремень сюда крепить, гитара часто падала, ломалась и отлетало вот это перо отлетало. Честно сказать, здесь этого, честно, здесь этого нет. Он гриф сделан из 3 кусков сквозной, вот так. У Гибсона он сейчас, я не знаю, они, видите, не клеили их. То есть он целый, вот 3 куска, 3 полоски. Красное дерево идет для усиления. И они падали. А сейчас для чего, чтобы не падал, надо было специальные замки, топ-лок, ну, такие замки. Вставляешь, он не спадает, гитара не спадает. Вот, все, вот самое интересное в этом плане гитара. И много Гибсонов я и слушал, и играл. И сказать, не очень был восхищен теми Гибсонами, которые вот в Россию привозили. Даже самую дорогую кастом Гибсон, который стоил 2700. Потом мне один знакомый сказал, они, видишь, тогда это до 2000-х годов, часто в каждой фабрике в Китае там штампуют их, там, да, Гибсон там за 10 тысяч, может, за 20 тысяч там купить. А они тогда, говорит, заказывали, американцы, у них партию Гибсонов, ну, допустим, 1000 штук. Из них сажали музыкантов, профессионалов, они отнимали из этих 1000 штук там 100 штук, лучшие, допустим, из этих потом еще там 50, 10. Короче говоря, ставили фурнитуру, все это. То есть собирали ее в Китае. Это вот по поводу вот этой последней гитары, которую я приобрел. В записях, сказать, что вообще в записях нет такого, чтобы я применял только одну гитару. Это редко бывает, так скажем. Эту гитару я применяю в записях, когда нужно сыграть какие-нибудь там переборы или чтобы более традиционно гитара звучала. То есть у нее датчики не такие, как у современных гитар. Там, у меня там гитары, допустим, и Джексон, и моя заказная кастом гитара. Там стоят ТБ-6 и Сеймур Дункан. А на Джексоне ТБ-4. Они очень мощные. У них выхлоп 17 килоом, 16 килоом. Здесь, если померить, этот, кстати, нековый датчик, он по килоомам был больше, чем вот этот. Я даже удивился. Обычно бриджевый датчик, он должен быть посильнее, помощнее. То есть где-то 8, 7, вот так были килоомы. И вот поэтому я эту гитару оставил вот как она и есть. Все. То есть здесь ничего, кроме... Даже вот я удивляюсь, до чего они четко вот этот сделали вещь. Здесь ничего, вот видишь, написано даже Made in Japan. Полки все четко держат, строй отлично. Не сравнить с современными гитарами, которые, пожалуйста, 52 года гитаре. Да. Конечно, я туда тоже приложил свои. Вот эти я поменял еще, не буду врать. Да, вот эти
рамочки. И вот это тоже новую поставил, потому что ее не было здесь. Вот это, вот это, вот это. Пластмасски поменял и переключатель. А это уже сам поставил. Это что касается вот этой гитары. А в нашей Manowar, по-моему, тоже она участвовала. Там я записывал какие-то, да, какую-то часть я вот этой гитары, по-моему, первую часть я традиционно играл, а вторая часть уже с моей заказной гитарой, потому что там, где нужно было, чтобы меньше как бы перегруз был там. Когда играешь там на пентатонику там, обыгрывая. То есть она вот проявила себя именно как старого плана хард-рок. Вот она звучит, в этом плане она звучит очень. Да, ну за 50 лет, конечно, и дерево высохло тут уже. Мне кажется, если ее взять, даже воду вот так окунуть и вытащить. Ну, электроника, конечно, испортится там, да, а дерево, оно уже просохло. В общем, вот так с этой гитарой. Мне, правда, когда я покупал, продавец сказал, там лады, туда-сюда, их надо заменить, туда-сюда. Ничего я не менял, ни лады, ничего. Это что касается. Некоторые, я даже удивляюсь, когда люди говорят, вот лады источились. Я тоже в свое время немало играл на гитарах. Я, честно сказать, не помню, чтобы я что-то, лады что-то менял на чем-то. Ну, как бы какие-то люди ищут поиск чего-то там, в надежде, вот я поменяю лады, там буду играть лучше. Нет. Все зависит от самих. Вот сколько ты времени тратишь в день на игру на гитаре. Я, честно сказать, сейчас признаюсь, я почти и не трачу. Я гитару беру, когда что-то надо записать. И вот так. На этой гитаре в данный момент, вот что касается вот этой гитары, я с ней буду играть в основном живая вот группа есть, который вот, Абдулла, еще один Абдул 6 класс заканчивает, тот заканчивает 11 класс. Вот это два музыканта, с которыми я, да, как бы пока мы делаем программу, сделали, можно сказать, одно отделение из ретро-советских песен, там пару вещей фирменных есть, ну, тех времен. И поэтому она вот в этом плане, она себя отрабатывает по полной, так скажем. Сегодня, конечно... Вот такие дела. Хотел одно время заменить вот этот датчик, вот этот именно, бриджу. Тоже потом, знающий один человек мне сказал, не делай этого, зачем тебе? Он когда ее взял и включил свой комбик, он сразу сказал, продай мне ее. А я про себя думал, ну что, гитара как гитара. Она, говорит, дышит, представляешь, вот это, да, отдает прям. Ну, в общем, это, да, что касается вот этой гитары. Ну, вот, она мне досталась, где-то, если не соврать, она разбитая была, в общем, да, я сам дособирал ее. По-моему, долларов за 500, где-то так она досталась. Короче, в руках мастера. Да, одна из дорогих гитар, которая первая моя, самая, я, честно сказать, хотел ее и купить. Я купил одну из самых своих, ну, запоминается как, то, что первая, это супер такой фирменную купил, это была гитара Yamaha SE 1200. Чисто японская гитара со сквозным грифом, там все было под лаком, то есть там был разные сорта дерева, гущеркаш, до того красивая она была, Yamaha SE 1200. Я ее потом продал в 80 или 8 году, точно не помню, или 80. Купил в 85 году в Гамбурге, когда ФРГ, ГДР был. Все свои деньги, все, что у меня с собой имелось, потратил. А в советское время как вы за границу вообще попали? Ну, повезло мне, так скажем, по туристической путевке. Повезло побывать как в ФРГ. Видимо, нам, представителям СССР, да, кто жил в СССР, короче, чтобы показать, что Запад там не такой уж крутой, там типа, ну, и я тоже туда попал.
Ну, сразу они говорили, ну, я смотрел на людей, конечно, впервые состояние было шоковое. Я, конечно, пытался не показывать, делал вид, как будто я это 1000 раз все это видел. Ну, шок в чем был? Музыкальные магазины, гитары, какие хочешь, струны, педали, магазины вообще фирменные, Монтана, все то, что здесь стоило там 250-300 рублей, 2 зарплаты, там это стоило, переводя на наши деньги, чтобы не соврать, сейчас я скажу, если 20-30 рублей, вот так, если перевод на наши деньги. Хотя нам, конечно, и не дали много туда денег повезти. Там, я вот не помню. Короче говоря, у меня было тогда, когда мы обменяли, сколько это рублей было, я точно не помню, но нам дали 198 марок на руки. И за эти 198 марок я потом тебе скину фотографию этой Yamaha SE 1200. Который сейчас в Японии стоит, сейчас. В России ее вообще я нигде не видел, никогда, никаких. Только она в Америке где-то есть на сайтах продается. Она сейчас стоит в Японии $2500. В Японии сейчас она стоит. Вот такая у меня была гитара. А так, наверное, если так посчитать. Это там в Германии, который ты купил. Да, она года 3 у меня побывала. Потом я ее продал Руслану Масаеву. Просто нужны были деньги. Купил себе диамант чешский. Чешскую гитару, вот тоже, которая тоже по копии Гибсона в Лес Полов была. Ему я ее продал за 1300 рублей. За 1300 рублей, как сейчас помню, по тем временам. Это 10 зарплат. Ну, то есть, тоже, у него я купил за 300 рублей диамант гитару. Тоже такая же, ну, на вид, конечно, не такая. Если бы у меня, допустим, ну, у меня, в общем, были гитары, сказать, что не было тоже. И вот это именно Yamaha SE 1200. Она звучала вообще супер, там, до того классно. И за те годы, что я имел разные гитары, да, вообще много гитар сейчас, ну, наверное, одна же гитара и у тебя, двухгрифная, которую я заказывал, да, это вообще шикарный инструмент, а тоже делался по заказу. Вот из гитар, которых у меня побывало, да, все разные виды. Когда вот Yamaha, я ж помню ее звук, да, как она певуче все звучало, Yamaha SE 1200 модель. Форма у нее была как Fender Stratocaster, только без накладки, и все, дерево, все видно было, дорогие сорта дерева. Я вот недавно, ну как недавно, уже, наверное, лет 10, как приобрел, американские, из Америки мне привезли, ПРС, точнее, если сказать, Polaris Smith Custom 24, потому что ПРС они пишут на своих гитарах, которые выпущены для не американцев, ну, короче, так, там где-то там в Малайзии, там где-то у них что-то выпускают, то не в Америке выпущены, они стоят тоже дорого, отмечается просто 3 буквами, ПРС, а Polaris Smith Custom 24 гитара. Вот ее звучание тоже меня удивило, когда она год целый лежала в Америке. Покупалась как? Пришел, там в Америке живет мой друг. Наши семьи дружили, Кегибов. Он доктор. Ну, наверное, с развала Совка, Советского Союза, еще тогда уехал за границу. Живет в Америке. Доктор. И он когда приезжал, я его попросил, он говорит, ты можешь мне вот гитару купить? Он говорит, а он подумал, что я на перепродажу. Сколько гитар он? Он подумал, штук 10 на продажу. Я говорю, нет, для меня, для самого. Я вначале хотел купить Джексон. А потом, хотя он у меня и был Джексон, у Джексона мензура большая, как у этого, как у Fender Stratocaster. Кстати, вот этих Гибсонов мензура, вот мензура, это означает вот здесь зажим и вот здесь, где струна зажим, ну, проходит через это рабочее расстояние, открытая струна, когда звучит, вот это есть мензура. 648 миллиметров, по-моему. У этой, если в дюймах 24,75, 24,75, 75
дюйма на этой, а Fender Stratocaster 25,5 дюймов. А у PRS Polaris Smith у нее мензура ровно 25. И вот, когда она у него лежала, мы посмотрели, он говорит, я сперва хотел купить Polaris Smith модель Santana. Когда мы начали здесь на сайте смотреть, она дорогая. Он же здесь был, он включил свой ноутбук, начал себе туда, в Штаты. Он должен был уехать, приехал просто в отпуск. Мы начали с ним смотреть, она дорогая была. В общем, где-то $4500, вот так. Ну, я говорю, вот $4000, я говорю. Он уехал, в общем. Я решил не покупать Джексон. Джексон можно было купить там за $2500. Я думаю, дай-ка я Polaris Smith все-таки куплю, потому что все лучшие музыканты, ну, если перечислять из наших, из российских, это Владимир Кузьмин, у него уже, конечно, и заказные. Он под эту модель делает ему мастер специальной гитары. А я с ним, когда раньше разговаривал, общались раньше с Кузьминым, он говорил, что гриф, он что делает? Он на заводе Polaris Smith, корпус один, а гриф, разные же модели грифов, он другой гриф, короче, заказывает какой-то. А чем была Polaris Smith сама примечательная гитара, я потом принесу ее тоже. Ее гриф, после того, как они сделали гриф, они каждый день, она стоит и смотрят, и автоматически доводят его месяц, целый месяц, машина или как-то, или вручную, там, я не знаю, ну, кастом, вручную, они доводят этот гриф до ума. То есть целый месяц, ты представляешь? Поэтому они вот и ценились. И у них, говорят, даже малейшее, вот видите, если сюда посмотреть, допустим, да, ну, на эту гитару, вот в Японии, понятно, вот здесь явно видно какой-то узелок был, да, по дереву. А Polaris Smith, говорят, малейшие, да, нарушения где-то, если где-то появилось у них, да, на дереве, они просто машинкой пополам через пилораму пропускают и выкидывают. Поэтому та гитара меня тоже очень сильно удивила. Почему я не купил Сантану модель? Пришел мой друг Руслан в магазин со своим другом, гитаристом в Америке. Познакомились, привет, там, ну, американский гитарист. Он говорит, а зачем тебе нужна, ну, в тот переводит, это Сантана модель. Во-первых, Сантана, когда играл, у него там толстый гриф, там все дела. Она очень неудобная. Возьми себе, говорит, кастом или 22 PRS, или кастом 24. Вот они пришли на завод, как раз у них партия выпускалась. Выбрали мне цвет, там, как-то он называется, вишня, темная вишня, очень красивая гитара. И он мне купил эту гитару, ну, я деньги ему отдал заранее, когда уезжал. И он мне говорит, если хочешь, ну, так, тебе как выслать ее? Я говорю, ни в коем случае мне не высылай. И она у него лежала где-то месяца, он же сразу как уехал, год она у него лежала, пока он не приехал на вечер памяти, был, как сейчас помню, вечер памяти Махмуда Исимбаева в Москве, в Лужниках. И там, ну, я за пару дней взял эту гитару, к нему в Москве мы с ним встретились, посидели, пообщались. Взял я эту гитару, год она у него лежала, представляешь? Год в Штатах. Я взял аккорд, и она до того звучала, я даже удивился, то есть не расстроилась, ничего. Вот что значит фирменная гитара. Некоторые говорят, а зачем нужна дорогая? Я говорю, зачем она нужна туда-сюда? Ну, для непонимающих, допустим. Взял гитару, да, ты начинаешь, во-первых, вводишь куда-то в другую атмосферу, с кейса достал гитару, подключил, начинаешь играть. То есть, поиграв, одну песню сыграл, у некоторых вот даже полпесни не сыграл, уже расстраивается гитара. Первое. Значит, нужен кому-нибудь, первое, что ценится в гитаре, дерево, которое высохло, которое очень дорогих сортов. Они, кстати, не показывают технологию, а каждый прячет свои какие-то нюансы. Понимаешь, да? То есть по составу специально, допустим, что касается вот этой Yamaha SE 1200, я потом начал изучать, читать, оказывается,
Yamaha свои заготовки деревянные, да, для гитары этой, вообще, они ее 25 лет замачивали в специальном растворе. Хранилось 25 лет. Понимаешь, то есть некоторые думают, когда в Гамбурге я купил эту гитару, вот эти люди, там ездили, значит, со мной были люди, то есть я не могу сказать, что я с ними был, они были, ну, вместе мы ездили как туристы от СССР, так скажем. Я еще на гитаре там кое там разных на встречах пел песни разные туда-сюда, там, как было. Они были заместитель, там, второй секретарь, ну, понимаешь, да, там, с разных районов. Я единственный был, кто никак не относился ни к партии, там, и мне отец вообще запретил в партию вступать, хотя сам был партийным, сказал, ни в коем случае ты не вступаешь. Ну ладно. Да, они, что я хочу сказать, они до того были удивлены, как можно приехать в ФРГ и купить гитару за такие деньги, купить гитару. Правда, мне еще там предлагали остаться. Там же, ну, я когда ездил, 85-й год, да, 85-й год, в ноябре это было. Мне тогда 22 года исполнилось. Когда я пришел проходить, мы от комсомола же ездили, там, по комсомольским как бы путевкам. Там надежных надо было посылать, потому что в то время Абдурахман Авторханов, это известный ФРГ, он как раз и жил, который Сталина, он один из первых врагов был Сталина, ну, который правду писал о Чечне, о чеченцах, о депортации, о культе личности, ну, в общем, и, конечно, нас потом уже готовили и в Москве, пару дней мы провели в Москве, перед выездом нас консультировали, что можно, что нельзя, с нами были КГБшники, конечно, они делали вид, что они не КГБ. Видно, по их поведению, они слишком просто себя вели, такие, как бы... Да дело даже не в этом. В общем, когда я пришел сюда, в обком ВЛКСМ, там они же тогда вот эти секретари, там, 10-й секретарь, 2-й секретарь комсомола, они же себя до того пафосно вели, это туда-сюда. И когда меня увидели, многих не пропустили. Это я помню, он кто ли второй был секретарь, он сказал, я не знаю тебе такую характеристику, я ж только из армии отслужил, и 2 года, и как раз заочно тоже я еще учился в то время, и еще работал. И он мне говорит, я не знаю, как ты служил, у тебя, если почитать твою характеристику, а я думал, блин, сейчас с армией, наверное, такую написали обо мне, что тебя даже и на Луну можно космонавтом послать, типа такого. В общем, люди, которые туда ехали, их немножко получилось как, все же хотели купить магнитофоны, шар, там какой-то это. Заезжаем мы, значит, тогда был Франкфурт на Майне, сейчас их переименовали, говорят, эти города. Мы, короче говоря, с юга ФРГ, мы прилетели из Москвы туда прям, и вот дальше уже мы по городам ездили. То есть я запомнил 5 крупных городов, и последний город был это Гамбург. Я помню, Бонн у них город был, сейчас, говорят, они его переименовали, да, вроде бы, Бонн такой город. Я побывал на 2 заводах, на Мерседес заводе я побывал, и на Volkswagen. И тогда еще не было 600-х, там, вот этот 140-й кузов. Там 124-й, вот эти кузовы были какие-то, да? Дипломат там был, Мерседес. Да, и он стоял у них на заводе прямо у входа, мы до того, и там было написано, я до того тоже был удивлен, 102 тысячи марок. Ну, как бы, 102 тысячи, думаю, вот это да, какая цена. Хотя, если так перевести, короче, курс такой был, я сейчас помню, 100 марок, это 29 рублей по курсу, как бы, по тем временам. Это не как сейчас, $1 там столько-то там, это $100, это столько-то, чуть ли не 10 тысяч рублей у нас, да. А тогда я еще так думаю, вот это да. Ну, то есть она тогда стоила, если перевести, да, 29 тысяч рублей. Там. Если у нас Волги тогда там стоили, я не знаю, Жигули
5-6 тысяч стоила, Волга там сколько точно не знаю, то ли 7, 8, 9. То есть, ну, она стоила, получается, раза в 4 дороже. Ну, понятно, там полный наворот, там все там было, и телефоны. Ну и Volkswagen, это такая народная уже марка считалась по тем временам. И вот когда я купил эту гитару, там они, вот что я хочу сказать. Мы вот проезжаем, гид едет, видят справа магнитофоны там, а всего на руках у него у всех по 200 марок, все, больше нету. Ну, они, конечно, соответственно, что за границу возить надо? Матрешки, фатрешки, икру, микру, разный такой набор, как бы, не будем там дальше называть, что еще, как бы, какие-то шапки там, не знаю. И, как сейчас помню, в каком-то городе они его достали, гида, а гид, понятно, ну, гид простой немец, он такой кучерявый немножко, в очках, плохо высокий. Тоже один раз он там прям хорошо, мне понравилось, как он прям там, вот, потом, есть у нас время, да? И, значит, они его достали по поводу этого магнитофона. А он говорит, проблем нету, мы вот приедем в такой-то город, вы купите эти магнитофоны. И что, они, короче говоря, приезжаем в какой-то город, все побежали, не помню, сколько-то они заплатили. Ну, короче говоря, то ли 160 марок каждый. Все купили эти магнитофоны, мыльницы. Помнишь такие мыльницы? Да, ну как, ну, да, с ручкой, небольшие магнитофоны. И, короче, радостные. И потом мы проезжаем дальше. Приезжаем в Гамбург, проезжаем по улице. И те, кто не купил эти магнитофоны, я смотрю справа, я говорю, послушай, цена там 40 марок, да, 60 марок. И вот они до того расстроились. Но у меня была цель гитару купить. Я все, что с собой вез, все отдал. Все. Поэтому уже в 22 года я имел очень крутую гитару. В общем, а так за мои годы у меня побывало очень много разных гитар. Много. Fender Stratocaster Севроевона. Мне он очень хорошо звучал. Там ручка вибрато стоит сверху. Я ее тоже продал. Ну, Гибсон я уже сказал, что она изначально не очень понравилось ее звучание. Слишком такое туповатое мне показалось звучание. Это как есть один грузин, фамилия сейчас не помню, в каком-то бенде он играет. Они хорошо играют. Он купил Полури Смит в Штатах. И этот Полури Смит, у него, он говорит, блин, что за гитару ты купил? Она у него не звучит, типа, ну какой-то модель. Типа сейчас начала раскрываться. В общем, это что касается вот гитар. Постоянно что-то покупаю. Вчера купил тоже предусилитель гитарный. Кстати, вот хотел еще показать, у нас некоторые музыканты, басисты, некоторые, конечно, есть, но из 10 один, я знаю, он покупал. Вот я купил преамп, штатовский преамп для бас-гитары. Вот такой, довольно-таки тяжелый, увесистый. Просто у него корпус металлический, да? Да. Вообще с этим, видишь, газанул, короче говоря, показывает стрелку. В общем, вот такие вот дела. Мотор.
Temple of the King. Число. А, число? Ну, оставь, я сам А поставлю. какое число сегодня? Черт знает. Шестое. Шестое, 05, 5, 24. 4. Точка с запятой. Всё, договориться. Точка, запятая есть.